Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наше очередное собрание Республиканского методического объединения учителей начальных классов. И тема сегодняшнего нашего собрания очень, так скажем, звучная, да, и очень, наверное, актуальная на современное время. Всероссийская проверочная работа, результаты, стратегия и методические подходы к подготовке обучающихся. Я руководитель методического объединения учителей начальных классов Бизания Анна Александровна. Хочу вам представить нового нашего руководителя Республиканского методического объединения Ураневу Людмилу Григорьевну, учитель начальных классов и заместителя директора по научно-методической работе Выльгарской средней общеобразовательной школы номер 1. Итак, сегодня мы с вами бы хотели поговорить на эту тему, и поэтому пригласили гостей, как раз наших коллег из Выльгарской школы номер 1. Они нам помогут поднять эту тему и, наверное, где-то вот, можно даже так сказать, сделать какие-то, может быть, для вас открытия, может быть, раскрыть какие-то для вас вопросы непонятные. А самое важное, эта школа пришла поделиться с вами опытом, своим опытом, наработанным именно в этой теме. В самом начале нашей работы я бы хотела вам немножечко сделать некий экскурс по сайту Института развития образования для того, чтобы, если кто-то не знал, либо плохо ориентируется, показать, каким образом у нас работает Республиканское методическое объединение не только учителей начальных классов, но и все остальные объединения. Во-первых, обычно на сайте Института образования у нас располагается график собрания РМО. Если вы туда пройдете, как раз там есть сейчас график по ноябрю, да, и можно посмотреть, увидеть наше собрание, вот, и вопросы, которые раскрываются, а также увидеть ссылки на собрание. Кроме этого, на сайте института у нас есть такой раздел, как видеозал, куда вы можете пройти, и там тоже размещены все собрания РМО, всех РМО республики, которые проходили бы, да, причем они очень удобно располагаются. В самом начале это анонсы видеотрансляции, то, что готовится, и внизу идут относительно республиканских методических объединений. У каждого есть своя страничка, где как раз расположены все собрания, которые у нас проходили. То есть посмотрите, там есть название, есть даты, можно все это посмотреть и проанализировать. Это первое. Второе. Кроме того, что вот я вам сейчас показала, у нас на сайте института также можно увидеть в разделе «Проекты». На втором месте стоит как раз раздел «Республиканские методические объединения». Здесь есть некоторые документы, также есть график наших собраний, располагается, ну и эмблемками обозначено каждое республиканское методическое объединение. Если вы входите в любую из эмблемок, вы попадаете сразу на вот эту страничку, да, где размещены различные материалы этого РМО. У нас на сайте также размещен портал «Открытое образование Республики Коми». Это портал Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Его курирует Институт развития образования. Так же, как и всю работу республиканских методических объединений, также курирует Институт развития образования. Если вы выйдете на портал, там очень много различных материалов, очень много. Портал очень удобный, как для родителей, так и для детей. И, конечно, для профессионалов. Вот можно посмотреть, здесь и электронный дневник выход есть, да, и на запись детский сад, то есть очень активный портал. Кроме этого, у нас располагается достаточно много здесь материалов. Вот справа видите, да, там закладочки идут, в том числе и УМК по предметам этнокультурной направленности, очень богато, насыщенный, да, их раздел. Ну и мы с вами идем дальше, подводим курсор к педагогам. И на самом первом месте как раз располагается страничка Республиканского методического объединения педагогов. Мы входим на нашу страничку, где открыта и работает регистрация в РМО, а также открыто работает регистрация в муниципальные методические объединения. Каждый учитель имеет право зарегистрироваться как в РМО, так и в муниципальные методические объединения. Дальше идет уже конкретно работа с электронным адресом, который вы там нам оставите. Очень хорошо, если вы будете личный адрес оставлять, потому что через школу очень сложно выйти на конкретного учителя, да.
Вот. А здесь мы будем работать конкретно с вами, с вашим адресом, будем направлять вам различную информацию, то есть держать с вами связь. Точно так же, как и обратную связь, вы тоже можете держать с нами, так как на каждой страничке вот справа, да, если вы рассмотрите, включаем начальные классы, есть представители или руководители Республиканского методического объединения, имеется электронный адрес у каждого руководителя, куда вы можете направлять ваши письма, может быть вопросы, может быть пожелания, может быть просьбу о том, чтобы разместили ваши материалы на портале «Открытое образование». Это, кстати, делается абсолютно бесплатно. И это обобщение опыта на уровне республики, что дает большой плюс в рамках аттестации для каждого учителя. Кроме этого, мы приглашаем учителей и на устную трансляцию опыта сюда, да, то есть как бы независимо, где находится учитель, сейчас у нас есть возможность выйти и через Skype, и видеоролик включить, да, в рамках собрания. Поэтому очень ждем ваших писем, ваших обращений. Здесь вот, если видите, да, справа у нас расположены закладочки. У каждого РМО их несколько штучек, но самые основные 4, они есть у всех. Мы планируем также здесь тоже открыть не только полезные ссылки по России, но и хотим открыть еще и ссылочки наших сайтов наших учителей, которые у нас работают в Республике Коми, да, достойны обратить на них внимание, и можно взять опыт очень богатый, и таких учителей у нас достаточно много по республике. Значит, то есть дополнительно будут появляться здесь закладки. Методическая копилка, да, то есть на эту страничку, если выходим, то мы видим, что там очень много материала расположено, учителей начальных классов, которые присылают нам именно опыт свой в письменном виде на уровень республики. Наши эксперты его просматривают, и если дается добро, то материал размещается. Ну, либо пишут какие-то пожелания о том, что необходимо доработать материал и прислать также нам на размещение. Это небольшой экскурс, да, небольшое отступление, и мы с вами переходим к нашей теме. Итак, как я уже говорила, что тема очень актуальная. Совсем недавно у нас завершился анализ всероссийских проверочных работ, и совсем недавно завершился анализ перепроверки. То есть на сегодняшний день мы говорим о том, что это очень важная работа. Ну и вот я как раз включила вам слайд, для всех знакомый, очень знакомый, потому что мы видим там термины, которые непосредственно связаны в настоящее время сейчас с нашей трудодеятельностью, да, профессиональной. Это что касается планируемых результатов, которые необходимо, да, нам реализовывать в рамках федеральных стандартов. Личностные, метапредметные и предметные. Не случайно я их включила, потому что действительно все проверочные работы выходят на эти результаты. Я думаю, что коллеги еще будут касаться этого, поэтому я не останавливаюсь, очень подробно иду дальше. Ну и как выглядит в настоящее время система оценки, да, что она в себя включает? Ну, во-первых, как я уже сказала, оценку достижения планируемых результатов, которые конкретизированы в Федеральном государственном образовательном стандарте. Далее оценка деятельности педагогов школы и оценка результатов деятельности системы образования. Почему вот так очень серьезно сейчас стали подходить именно к системе оценки качества образования, да, потому что действительно она складывается из 3 составляющих. Нельзя узнать, насколько качественно работает школа и насколько качественно готовит школа ученика, если измерять только оценку достижения планируемых результатов. Ну вот, да, обеспечение качества образования посредством системы оценки. То есть как раз видите на слайде, я воспользовалась разработчиками федеральными разработчиками, вот это их слайд как раз, о том, каким образом, да, сказывается качество системы оценки на качестве образования и как это отслеживается. Вы, наверное, видите вообще все, какие возможны, да, оценки на сегодняшний день у нас имеется. Хочу сказать о том, что у нас на сайте Института развития образования, я сейчас вернусь, позволю себе вернуться обратно, так как немножечко, да, сейчас выйдем чуть-чуть таким образом, да. Вот, вернусь обратно на сайт Института развития образования для того, чтобы вам показать в видеозале. Как раз у нас совсем недавно был вебинар по анализу
всероссийских проверочных работ. И кроме этого, вот как раз в этом разделе вы сможете посмотреть этот вебинар. Кроме этого, еще и Наталья Николаевна Исаева, это исполняющая обязанности заведующей Центра развития общего образования, социализации и развития личности Института развития образования. Она представила материал, который привезла из Москвы и как раз показывала, то есть каким образом будет развиваться вообще в дальнейшем система оценки. Совсем скоро нас ждет оценка еще и не только оценка предметных, метапредметных результатов, но также и функциональной грамотности, да, то есть буквально с 1 января это начнется. Кроме этого, финансовая грамотность будет отслеживаться, да, то есть вот такие серьезная оценка будет выноситься. Итак, ну, идем дальше, да, то есть как бы я пролистываю. Хочу остановиться именно на документе Федеральный закон об образовании Российской Федерации, как раз где зафиксирована независимая оценка качества подготовки обучения начальной школы, то есть то, что происходит сейчас, то, в чем мы участвуем все вместе с учениками и вместе с администрацией школы, оно зафиксировано, конечно, в основном документе в Федеральном законе об образовании Российской Федерации. И эти статьи вы как раз видите, они перед вами. Принято называть все вот контрольно-измерительные материалы, которые мы сейчас используем, которые приходят к нам извне, мониторинговыми исследованиями, так как они происходят каждый год, да, и мы можем отслеживать уровень, во-первых, качества, да, уровень доступности, и можем также отслеживать изменения, да, что происходит в школах, каким образом изменяется. Также, наверное, при подведении итогов мы можем принимать какие-то решения вообще в целом в области системы, да, образования, изменять документы, в том числе и федеральный государственный образовательный стандарт. Ну вот здесь вы видите как раз функции мониторинга, собственно, то, что я только что проговорила, да, то есть для чего он проводится и каким образом дальнейшая его история, его результатов развивается. Итак, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 668 от 29 июля 2019 года некоторые школы были вынесены, да, было предписание вынесено некоторым школам на перепроверку результатов всероссийской проверочной работы. Это проходит каждый год, то есть как бы проверяются все школы, и в целях того, чтобы установить правильность, да, так как очень сложно определять, так скажем, наверное, экспертам в одной области, очень часто обращаются к нам с перепроверкой еще и в Республиканское методическое объединение. Как раз члены Совета Республиканского методического объединения, наши эксперты, наши руководители принимают активное участие в перепроверке. Не только учителя города Сыктывкара, но также и учителя республики, так как доступность возможна в работе. Поэтому на сайте Института развития образования, вот как раз этот сайт, я сейчас перейду по этой ссылочке, на сайте расположены два документа, вот, которые у меня здесь представлены. Это анализ результатов всероссийской проверочной работы, то есть общий, да, анализ, составитель как раз является Исаева Наталья Николаевна. Ну и второй документ – это анализ итогов перепроверки всероссийских проверочных работ. Потихонечку мы сейчас выйдем, я вам как раз эти покажу два документа. То есть вы сами можете поизучать, посмотреть. Там прописаны прям школы, которые подвергались перепроверке, да, то есть у нас открытое образование, поэтому можно посмотреть. Но я хочу остановиться на следующем. Хочу немножко остановиться на том, что вот было отмечено проверяющими в рамках перепроверки. Ну, во-первых, были определены, да, проблемные поля по результатам перепроверки. На примере одной из школ я вам как раз это сейчас и продемонстрирую. Мы видим как раз количество несовпадений, то есть проверяющего, да, эксперта и тех результатов, которые были присланы из школы. И я для себя выписала это и отметила, как раз вывела на умения, на кодификатор умений. Это восьмое задание, которое было направлено на измерение умения решать текстовые задачи.
11 задание – это овладение основами пространственного воображения. И 12 – это овладение основами логического и алгоритмического мышления. Хочу сказать о том, что когда были просмотрены конкретные несколько школ, да, то есть это на примере одной из школ, и я вот попыталась эти кодификаторы умений также вывести еще и в процентном соотношении. Вы видите, что мы снова встречаем все те же самые умения, да? И опять же решать задачи. Но вот здесь маленький процент отмечен, да, то есть это вот не у всех школ отмечается. Хочу показать еще вот красным как раз выделено, да, опять умение решать текстовые задачи, овладение основами логического и алгоритмического мышления и также овладение основами логического алгоритмического мышления. Вы знаете о том, что эти задания были направлены на разные умения, да, они исследовали разные умения. Поэтому не буду конкретно останавливаться, просто покажу вам вот картину, да, и причем хочу сравнить вот эти результаты с теми результатами, которые были определены в 2015 году, когда проходило у нас исследование, национальное исследование качества образования НИКа. Не во всех школах, но, опять же, мы видим, что здесь в этом исследовании тоже определялись, да, уровень владения основами логического, алгоритмического мышления и также решение текстовых задач, умение решать текстовые задачи. Вот такая картина у нас вышла по республике, по тем школам, которые принимали участие именно в этих исследованиях. Посмотрите, 2015 год, у нас на дворе 2019 год. Все те же самые проблемы. А мы сегодня будем об этом говорить. Да. Это так и есть. Да, это так и есть, Анна Александровна. Проблемы у нас никуда не ушли, они у нас остались. Да. Поэтому сегодня мы учителей для этого и пригласили, да, и чтобы вот, глубже разобраться. Да, и, видимо, наверное, нужно смотреть не только, ну, как бы ответственность лежит на самих учителях, которые, да, преподают эти предметы и вот, в частности, рассматривают эти темы. Наверное, нужно делать анализ также и учебно-методических комплектов, да, насколько там заложено. Кроме этого, нужно делать анализ программ, которые у нас прописаны, да, насколько это действенные программы и способные программы решать эти проблемы. Поэтому вот у меня такое небольшое сообщение, да, я думаю, что коллеги сейчас могут продолжить. Да, спасибо большое. Я слово свое передаю. Да. Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Мы сегодня говорим о ВПР. Вот эпопея ВПР в стране началась и становится уже в штатном режиме. И, наверное, ни для кого не секрет, что мы с 1 класса готовим детей к ВПР. Как бы на 4 года даем им такой билет на туристический маршрут. Но не нужно забывать о том, что мы должны идти вместе. Учитель, учащийся и родитель. Всероссийская проверочная работа. Мы даже рады этому, что вот привнесено такое изменение в федеральный государственный образовательный стандарт, что все дети пишут всероссийскую проверочную работу по единым проверочным материалам, по единым критериям оценивания учебных достижений. Это дает, наверное, нам возможность посмотреть, где какие проблемы у нас имеются в умениях, знаниях наших детей и как нам дальше строить нашу работу. Только что Анна Александровна говорила о том, что в ВПР заложены все универсальные учебные действия. Это действительно так. Но на сегодняшний момент у нас еще есть педагоги, к большому сожалению, в республике, в школах, которые проводят уроки в традиционном режиме.
Так вот, мастерами говорится о том, что универсальное учебное действие невозможно сформировать или формировать в традиционном режиме. Вы представьте себе, что 90% времени на уроке педагог говорит, он крутится у доски, он формирует УУД у себя, а не у детей. Он может сам объяснить тему урока детям. Таким образом, мы УУД не сформируем и не напишем хорошо ВПР. Разворот учебника – это щедро накрытый стол. Так вот, задача учителя – не все подряд выбирать задания, а именно выбирать задания, которые будут развивать и формировать универсальные учебные действия. И иногда ведь весь объем выполнять и не надо, надо уметь отбирать задания. И также следует обратить внимание на то, что задания должны быть адресными для детей. Задания для Вероники, которая очень хорошо преуспевает в математике. Задание для Алексея, который справляется, допустим, только с чистым стандартом. Еще Сухомлинский говорил о том, что необходимо дать ребенку подумать. Это одно из самых тонких качеств педагога. И еще раз коснусь того, что ведь всероссийская проверочная работа содержит умение рассуждать, анализировать, мыслить. Мы имеем выборку по Республике Коми, по Сыктывдинскому району. И вот только что Анна Александровна коснулась тех умений, которые из года в год у нас западают. Это действительно так. Мы сегодня проанализировали это и сделали вывод, что у нас западает умение читать, записывать и сравнивать величины, что у нас западает умение решать текстовые задачи. Сейчас Анна Александровна очень много об этом говорила. Читать и записывать, сравнивать величины, объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы, прогнозы, овладевать основами логического и алгоритмического мышления, решать задачи в 3-4 действия. Вы знаете, мы проанализировали, у нас с 16 по 19 год одни и те же проблемы. У нас одни и те же умения западают. Итак, хочется сегодня предоставить слово нашим педагогам нашего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Выльгородская средняя школа номер 1. И я слово предоставляю Млечко Татьяне Ивановне, учитель высшей категории, педагог с большим стажем, 25-летним. В прошлом году была лауреатом всероссийского конкурса республиканского этапа «Учитель года». Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжу и обозначу два проблемных места, которые наши ребята, к сожалению, пока не в полной силе могут освоить при написании всероссийской проверочной работы по математике. Первая проблема, коротко ее Людмила Григорьевна обозначила, это чтение, запись и сравнение величин с использованием основных единиц измерения, величин и соотношения между ними. Но блок заданий вам наверняка знаком, он звучит достаточно подробно. Это использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов и явлений. Читать, записывать и сравнивать величины, массу, время, длину, площадь, скорость, используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними. Ну и перечисленные единицы измерения величин. Да, не секрет, это достаточно серьезная тема. С самого первого класса при анализе учебников мы можем точно сказать, что материала достаточно на
тему величины. Но, к сожалению, качество заданий оставляет желать лучшим. И поэтому учителю приходится много готовить дополнительного материала, проводить дополнительные занятия и даже использовать олимпиадный материал. И сейчас я бы хотела познакомить вас с тем опытом, накопленным нашей начальной школой, который приводит к улучшению результатов написания данного блока умений. Не секрет, чтобы написать нетрадиционное задание с преобразованием величин, мы сначала должны научить детей качественно выполнять репродуктивные задания. Их достаточно много в учебнике, но мы используем активно интернет-ресурсы, различные тренажеры. И вот в данном случае я представляю вашему вниманию готовый тренажер, которых достаточно много мы можем найти в интернет-ресурсах на преобразование величин. Вот в данном случае представлен тренажер под названием «Именованные числа», составленным нашим учителем с Ясногорска Исаевой Анжеликой Владимировной. Как работать с тренажерами, я думаю, вам хорошо известно. Ну и вы наверняка владеете приемом гиперссылки, и некоторое количество времени и тренажер можно составить самим. Естественно, что никуда мы не можем уйти от дифференцированного подхода, как Людмила Григорьевна озвучила, Вероника, которая преуспевает по математике. Есть дети, к сожалению, которые не преуспевают. И прежде чем научить ребенка работать, выполнять нетрадиционное задание на преобразование величин, мы его должны сначала научить преобразовывать выполнять традиционные задания. Ну и это, конечно, различные карточки, математические задания с усложнением учебного материала. Но самый, на наш взгляд, полезный ресурс – это, конечно же, использование образовательных порталов. Причем данный образовательный портал, в данном случае «Сдам ГИА, решу ВПР», полезен не только для учителя. Его можно использовать на уроках, на дополнительных математических занятиях, но и прежде всего работа с родителями. И на родительских собраниях можно знакомить родителей с этим образовательным порталом, и четвероклассники уже сами активно могут работать в данном интернет-ресурсе. И буквально несколько слайдов, на которых вы можете увидеть, что задано вот 12 блоков, мы видим, из всероссийской проверочной работы. И учителю очень удобно. Если западает в данном случае у нас 4-й блок сравнения величин, то мы выбираем 65 заданий и прорешиваем до тех пор, пока у нас не будет проблем. И вот буквально несколько слайдов показать вам. Следующее умение. 5-й блок – это умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. На протяжении многих лет эта тема остается для детей очень сложной. Она имеет практическое применение, и поэтому, конечно же, без практики научить детей вычислять периметр и площадь достаточно сложно. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, как на протяжении нескольких лет изменилось само задание. То есть если раньше дети изображали и вычисляли периметр и площадь традиционных фигур прямоугольника или квадрата, то теперь мы с вами видим изменение этих фигур. И, конечно же, как здесь без формирования универсального учебного действия. Мы включаем логическое мышление. Мы должны научить детей думать и размышлять. Посмотрите, какое количество, и все они встречаются во всероссийских проверочных работах на протяжении вот уже 2 лет. Также никуда не уйти от репродуктивного метода. Используем карточки, используем дифференцированный подход, включаем не только задания на геометрический материал, на вычисление площади и периметра фигуры, но и, конечно, формируем умение вычислительного навыка в сочетании с задачами. Вот такие карточки, они больше подходят на традиционные контрольные работы. Далее,
мы часто на уроках используем математический диктант. Причем эти математические диктанты тоже разноуровневые. Мы можем использовать для слабых учащихся и для сильных учащихся. Но опять же мы не должны забывать, что в ВПР задания на вычисление периметра и площади, на наш взгляд, они имеют достаточно повышенный уровень, нетрадиционный. И так же, как в предыдущем блоке заданий, мы можем использовать различные тренажеры на вычисление площади и периметра, что повышает мотивацию ребенка, а когда ребенок замотивирован, то и у него повышается качество знаний. Для того, чтобы учителям было легче работать, созданы готовые образовательные электронные ресурсы, которые мы также можем использовать на уроках математики. Но хочется сказать, что в отличие от образовательного портала «Решу ВПР», в данном готовом электронном ресурсе задания на вычисление периметра и площади единичные. Поэтому, если у вас будет возможность найти электронные готовые ресурсы по математике в готовом виде, большая просьба поделиться с КРИРО и с нами. Ну и немаловажным в решении проблемы на вычислении периметра и площади, я очень много слайдов показываю, да, единичные задания, которые мы видим, это, конечно, творческие. Никому не секрет, что мы работаем с детьми младшего школьного возраста, и сенсорика, то есть работа с вырезанием фигур и вычислением, тоже, с одной стороны, занимает много времени на уроке математики, но мы можем это комбинировать с уроком технологии. И далее, вот сенсорные, Людмила Григорьевна, помогите. Потому сенсорикой. Что все младшие школьники являются чистыми сенсориками. Да. То есть задача через моделирование обязательно, через руки, да, то есть это очень важно. Да, и имея как раз тот практический материал в ВПР, лучше, когда ребенок увидит эту фигуру, вырежет, увидит вот эту лишнюю часть, и многим, наверное, будет более доступно получить информацию вот в таком виде. И такие задания есть в учебнике. Они содержат, учебник УМК содержит такие задания. Вот, поэтому такой небольшой вывод, что все-таки для подготовки к всероссийской проверочной работе по математике учителю необходимо использовать очень много дополнительных ресурсов, потому что, к сожалению, наши УМК пока не способствуют данной работе. И очень надеемся. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Слово предоставляется нашему учителю начальной школе Мальцевой Лейле Мустафаевне. Лейла Мустафаевна уже имеет дело со вторым выпуском, поэтому второй ВПР. И Лейла Мустафаевна очень хорошо уже сравнивает те задания, которые были представлены на предыдущих ВПР и сейчас. Итак, предоставляем слово Лейле Мустафаевне. Проанализировав ВПР, мы выяснили, какие задания направлены на диагностику сформированности логических умений у наших школьников. Мы выделили такие задания. Это задание 3 – решать арифметическим способом в 1-2 действия учебные задачи, задачи, связанные с повседневной жизнью. Задание 8 – это умение решать текстовые задачи в 3-4 действия, связанные с использованием основных единиц измерения величин. И задание 11 направлено на овладение основами пространственного воображения, описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. То, о чем говорила нам Анна Александровна. Да. Наши выпады, да? Если в задании 3 наши дети не испытывают трудностей, то есть они легко решают задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом в 1-2 действия, эти задания по сравнению с 2016 годом по настоящее время не изменились, не вызывают трудностей у наших учеников, но такие задания, как задание 8, направлены на решение задачи в 3-4 действия с использованием основных единиц измерения величин, вот тут вот у наших детей возникает затруднение. И мы решили выяснить, почему у наших детей возникают такие затруднения, а самое главное, какие пути решения данных проблем мы можем им
предоставить. Да. Мы нашли такую замечательную образовательную платформу, как Учи.ру. В данной платформе есть вкладка ВПР, которая как раз-таки направлена на отработку всех западающих умений. То есть ребенок может дома, либо во внеурочное время, на перемене, во внеурочные занятия, или же во время урока на этапе рефлексии мы можем использовать данный портал на отработку западающих умений, как в виде тренажера. Вы можете видеть, что здесь как раз-таки задание разбито также по блокам, как в ВПР. Это решение задач в 1-2 действия, задачи с величинами в 1-2 действия, также задачи с величинами в 3-4 действия, логические задачи и так далее. Хочу показать вам на примере одного типа задания. Вот, например, при решении задачи в 3-4 действия ребенку предоставляется иллюстрация. Задача написана с величинами, где ребенок должен прописать решение пошагово, выбирая, какие действия он будет совершать, каким действием он будет выполнять данное решение, какое пояснение он будет выбирать к данному решению, и в конце придет он к ответу. При этом, если ответ будет неправильный, он подсветится красным цветом. Это значит, что необходимо провести еще раз работу над ошибками. Также возникает у нас у детей проблема в том, что они не умеют выстраивать логику, последовательность решения задачи. Поэтому данная платформа помогает детям выстроить как раз-таки порядок действий при решении задач, что как раз формирует у них логическое мышление, о чем мы, конечно, и говорим сегодня. Следующее умение, которое у наших детей вызывает большое затруднение, это задание 11, направлено на диагностику сформированности умения овладения основами пространственного воображения. То есть наши дети с трудностью справляются, описывают взаимное расположение предметов в пространстве. Трудности у них вызывает работа с разверткой, поэтому мы решили в уроке технологии включить работу с разверткой, где они будут сами моделировать кубик, да? Затем включать в домашние задания, такие задания, как симметрично изображать также на платформе Учи.ру, или по трафарету зеркально изображать предметы. Как вы знаете, в задании ВПР там у нас был мальчик Миша, которому нужно было на футболке написать зеркальное отображение его имени. Вот, например, хочу вам продемонстрировать данное задание. Митя нарисовал слово через трафарет. Потом он перевернул трафарет и закрасил его еще раз. Потом он перевернул трафарет второй раз. Необходимо ребенку выяснить, что же у него получилось. Как раз таки такими заданиями мы формируем у детей пространственное воображение. Вот задача, о которой я говорила про футболку. Такие задания мы можем включать на уроки математики, что развивает логическое мышление у наших детей. Также, если мы посмотрим, то в задании 11 встречаются у нас такие работы с кубиками. Посмотрите на данное задание. Как вы думаете, какими шагами мы можем отрабатывать умение изображать предмет на плоскости объемный? Наверное, таки здесь нам понадобится, конечно же, пошаговая работа с алгоритмом перенесения объемного предмета на плоский. Для этого нам понадобится клетчатая бумага 5 на 5 клеточек, где мы с детьми пошагово будем выстраивать модель данного кубика на плоскости. Такого же типа задания нам встречается в виде плана местности, где ребенку в соответствии с направлением с севера на юг нужно выстроить расположение домов. Также мы используем клетчатую бумагу и пошагово разбираем, как мы будем изображать данные предметы из объемных фигур на плоскость. Также вот я Ане Александровне здесь оставлю набор тренажеров для работы на уроке математики. По заданию 11 мы собрали банк данных за последние несколько лет, как раз задание 11, на котором можно поработать интерактивно вместе с детьми. Очень хорошая ссылочка на задание ВПР, собран с 2016 по 2019 год на данном сайте, где также мы можем отрабатывать с детьми западающие наши умения.
Спасибо большое, Лейла Мустафаевна. Стоит отметить, что вот это задание 11 выполняет очень мало учащихся. 30%, если есть, то это хорошо. Большое вам спасибо. Итак, слово предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе нашей школы, это Титенковой Анне Юрьевне. Анна Юрьевна обозначит тоже умения, с которыми наши дети не справляются, к сожалению, в рамках всероссийской проверочной работы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я продолжу мысль, которую сейчас закончила предыдущая выступающая. Это о том, что один из планируемых результатов, которые мы видим выложен в федеральных стандартах, это овладение основами логического и алгоритмического мышления. И хочу обратить внимание, что этот планируемый результат подразумевает набор умений, таких как работа с информацией, умение ее перерабатывать, проводить несложные исследования, объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы и прогнозировать. То есть это все умения, которые конкретно связаны с метапредметным формированием умений у учащихся. Задания, которые предлагаются во всесоюзных проверочных работах, они, как правило, этой направленности задания располагаются в конце. И казалось бы, на первый взгляд, что наверняка с этими заданиями не должны справляться все учащиеся. Но раз в федеральном стандарте обозначен такой планируемый результат, то однозначно он касается всех. Я бы хотела представить материалы, которые, наверное, в большей степени будут адресованы самим учителям. Давайте посмотрим на то, оттолкнемся от того вообще, что такое логика. Если посмотреть на происхождение этого слова, то значение его таково. Логика – это умение рассуждать, умение мыслить, умение производить умозаключения. А действительно, всегда ли сами учителя обладают такой способностью? И, соответственно, если у учителей это не всегда складывается, то каким же образом наши дети могут этому быть обучены? Ну, в данном слайде представлено одно из таких заданий, которое как раз подводит к тому, что насколько дети должны уметь работать с информацией и как научить детей работать с этой информацией. Я предлагаю посмотреть на шаги, которые, в принципе, могут использовать для своей работы и преподаватели, учителя, и, соответственно, научить их детям, преподать эти уроки детям. Ну вот самое первое, на что я хочу обратить внимание, это, как отмечают многие ученые, наши дети, возможно, не справляются с заданиями, направленными на формирование логики, на сформированность логики. Это то, что они не совсем понимают те задания, с которыми они сталкиваются. Предполагается 5 таких уровней понимания, и 2, причем из них, кроме того, относятся еще к метапониманиям. Вот позвольте я раскрою несколько, что подразумевается под словом под уровнем понимания. Первый уровень – это уровень, когда ребенок научен собирать информацию в явном виде. То есть вопросно-ответная форма. Ребенок должен четко понимать вопрос и четко понимать, на него давать ответ. Второй уровень понимания – это умение детей находить некие закономерности в предложенных текстах. Третий уровень – это уровень, когда ребенок может, получая информацию, производить уточнение, все ли понятно в данной информации задания. Четвертый уровень – это уровень, который накладывается на предыдущие уровни, и он предполагает, что ребенок может сложить в голове некую картинку того, какую информацию он получил из текста. Пятый уровень – это уровень, когда ребенок может рассказать все, что он понял, как он это представляет и каким образом он будет пытаться составлять, соответственно, решение к этому заданию. Метауровни понимания. Первый уровень – это когда ребенок может сделать прикидку первых выводов. И второй уровень метапонимания – это когда ребенок может представить ту информацию, которую он прочитал в задании, в виде определенной модели. То есть мы четко видим, что вот если на таком уровне по таким этапам формировать понимание задания, то, возможно, осознание его будет намного углубленнее и понятнее. Теперь давайте посмотрим о методах. Конечно же, важно учителю обладать методами, которыми он должен научить ребенка выполнять сложные задания, в том числе задания, связанные на формирование логического мышления. Ну вот первый
момент, на который мне хочется обратить внимание, это умение решать типовые задачи. Казалось бы, каким образом типовые задачи могут помочь ребенку решать более сложные задачи, связанные с логикой. А все достаточно прозаично. Дело в том, что когда мы работаем с типовыми задачами, мы учим работать с детьми с информацией. Они должны понимать, где условия, где вопрос. Они должны четко осознавать, какие данные в условии находятся, что необходимо найти. То есть работа с информацией в более таком простом режиме, упрощенном режиме. Следующий метод, которым мы однозначно должны научить пользоваться, сами должны пользоваться и пользовать детей, это планирование. Если ребенок научен планировать свои действия, однозначно он может подойти к выходу, найти выход к решению того или иного задания. Дальше, следующий метод – это метод подбора или еще метод поиска. В чем его заключается особенность? Мы должны научить детей такому моменту, что они могут подставлять значения, самые разные значения, и таким образом производить рассуждения типа «если вот это так», то результат будет такой. Благодаря вот этому методу подбора ребенок может прийти к поиску решения. Следующий метод – это метод редукции. Основная идея его такова, что большое задание сводится к расчленению на простые задания. То есть из большой сложной задачи ребенок расчленяет его на мелкие простые задания, тем самым продвигается к решению, к поиску решения задачи. Дальше. И следующий метод – это метод поиска в пространстве. Но по-простому это можно сказать, что ребенок должен быть научен, так же, как и учителя, в свою очередь, должны научены быть изображать ту информацию, которую он получил в тексте задания. Но, как правило, у нас почему иногда ученики не справляются со сложными заданиями, связанными с логическим мышлением? Потому что они обучены самым простым элементарным моделям. Это краткая запись, это чертеж. А на самом деле таких моделей существует огромное количество. И наша задача учительская – это научить детей использовать самые разные модели, которые приведут их к наиболее правильному решению этих заданий. Но это какие могут быть модели? Это и схемы, это и таблицы, это и графы, это схематические рисунки, это иллюстрации и так далее, и так далее. Наша задача представить и показать ребятам, что есть такие варианты, а их задача отобрать тот наиболее удобный момент, который им будет в помощь для того, чтобы выбрать для решения вот этого помощника. Ну и следующий момент, который бы мне хотелось еще обозначить, наверное, это момент, который подсказывает нам, а когда, собственно, работать над тем, чтобы научить всему этому детям, каким образом учить их логическому мышлению, хотя мы понимаем, что 40 минут урока в него все не вложишь, не втолкнешь. Значит, ну вот первое, конечно, как уже мои коллеги говорили, что надо хорошо знать учебный материал самих ОМК, самих учебников. Потому что действительно материалы там есть, но наша задача найти время для того, чтобы эти задания включать в свои уроки. На уроках рефлексии, на уроках закрепления, наверное, вот обязательно не забывать и не оставлять без внимания вот такие задания, которые имеют как раз направленность на формирование логики. Дальше, на любых предметах, независимо от того, математика ли это, природоведение, окружающий мир, русский язык, литература, мы ведь тоже можем учить детей формировать логические цепочки. То есть учить детей высказываться, составляя именно логическое рассуждение. Дальше, обязательно, конечно, стоит обращать внимание и не только на учебные материалы самих учебных пособий, но и привлекать, вот как мои коллеги сказали, разнообразные ресурсы, в том числе и дополнительные материалы. Вот как в данном случае выложен слайд, на котором представлено одно из пособий, которое помогает формировать логическое мышление на заданиях по математике. Причем давать возможность поработать с ними дома, где-то, может быть, с помощью родителей, но в обязательном порядке на уроках эти задания разбирать, дать возможность ребятам предложить разные способы того, как они смогли логически разобрать то или иное задание. И во внеурочной деятельности. В том числе, да, во внеурочной. Да. И, наверное, стоит еще отметить, что есть чудесный курс «Мир деятельности», который мы в своей школе очень много лет практикуем, который в большое подспорье и большую помощь нам оказывает как раз формировать основные умения, такие как сравнивать, обобщать, делать выводы, анализировать и так далее. Угу. Да.
Спасибо большое, Анна Юрьевна. И подведем И итог. подведем итог, да. Да. Вот начальная школа, не хочется, конечно, огорчать и как бы говорить в адрес наших коллег старших классов какие-то, может быть, нелицеприятные вещи, но начальная школа как-то мобильнее, наверное, старается формировать вот универсальные учебные действия и осознанно их принимать их на всех учебных заданиях. Всесоюзная проверочная работа – это действительно, наверное, один из этапов, когда наша задача учительская не просто понять, где у ребенка плохо, а где хорошо, а именно определить вот те проблемные зоны, которые в дальнейшем должны у детей быть ликвидированы. Вот поэтому нам бы очень хотелось, что вот все наши анализы, все наши вот такие представления работ о том, как вот эти проблемные зоны убирать, должны быть еще, наверное, в обязательном случае взяты на вооружение учителей основной школы, да, для того, чтобы они, получив наши результаты, могли дальше поработать над этими проблемами, чтобы на выпуске наши ученики действительно со сформированными универсальными учебными действиями имели только положительные результаты. Спасибо большое. Так, сегодня выступили все наши педагоги нашей школы. Анна Александровна, Очень хороший опыт. Я хочу сказать о том, что очень хороший опыт был представлен, да, вы готовы делиться им, да, я думаю, Мы что, готовы наверное, это не делиться. последняя наша встреча. Когда, мы еще углубимся. Да, дальше, будем углубляться. И вот хочу еще, наверное, так резюмировать. Мы на сегодняшний день составляем план работы на 2019-2020 учебный год, именно план работы Республиканского методического объединения. И, конечно же, наверное, весь год мы будем очень трудиться много именно по этой теме. По да, теме всероссийской- ВПР, да. да. И следующее заседание, наверное, мы возьмем Да, русский язык. Да, возьмем русский язык, будем просматривать, потом и окружающий мир посмотрим, Да, да, то есть да. все задания, посмотрим проблемные зоны и будем принимать какие-то уже конкретные решения, да, потому что- Управленческие. да, возможно, даже и управленческие, И и организационные какие-то, да, Мгм. и, наверное, будем искать возможность выйти на опыт учителей, которые у нас в республике, да, также могут поделиться. Да. Поэтому приглашаем вас к тому, чтобы вы поделились опытом, если у вас есть такой опыт, да, по работе именно с теми проблемными зонами, которые были объявлены. Спасибо вам за работу, спасибо, коллеги, вам за работу. Очень приятно было всегда с вами встречаться, с коллегами школы номер 1 города села Вильгард, да, Сыктывкарского района. И вас также, коллеги, мы ждем с вашим опытом. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.